Ухоженные скверы, современные парки и игровые площадки. Жители региона уже успели оценить все изменения, которые произошли в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работа в этом направлении начнется и в этом году. Уже 15 марта стартует рейтинговое голосование. В текущем году мы ожидаем порядка 62 тысяч голосов. В прошлом году, для сравнения, 53 тысячи голосов было отдано за выбор территории. Голосование происходит на платформе za.городсреда.ру. Организаторами голосования у нас являются муниципальные образования, они участники нашей госпрограммы. На муниципальном уровне разработаны соответствующие муниципальные программы, туда определены перечень территорий, которые в общем будут благоустроены в течение реализации проекта. Ну а уже на конкретный год выбирают непосредственно граждане по результатам голосования. С 15 по 17 марта в рамках всероссийского голосования будут функционировать 142 пункта для информирования жителей и проведения голосования. На выбор будет представлено 8 общественных территорий и 38 дизайн-проекта. Принять участие сможет каждый, достигший 14 лет. У нас задействованы также центр добровольчества, волонтерский состав там хороший. Они оказывают нам хорошее содействие в прошлом, позапрошлом годах. Будем информировать граждан, призывать проголосовать, выбрать ту или иную территорию. Это сделать очень легко, буквально в 2 клика. Голосование устроено максимально просто. Каждый желающий может выбрать территории, которые, по его мнению, нужно благоустроить в городе. Дизайн-проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в список для реконструкции на следующий 2025 год. Итоги голосования мы будем подводить уже после 30 апреля. Мы составим такой рейтинг, как, где голосовали, какой муниципалитет выбрал первое место. Это будет сказываться при распределении финансовых средств на последующие периоды. На сегодняшний день по республике в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» уже благоустроено порядка 240 общественных территорий. Так, например, за 5 лет реализации программы в одной только Назрани преобразили более 30 улиц, скверов и парков. В этом году для благоустройства также отобрано 4 территории, дизайн-проект которых смогут выбрать сами жители. Одна из этих территорий, это вот где мы сейчас находимся, прилегающая территория городского пруда. Еще у нас в проекте 2 улицы, улица Арчакова и улица Хамхоева. Арчакова в Альтийском округе, Хамхоева в Гамурзиевском округе. Вообще дизайн-проект составляется проектными организациями, которые руководствуются в первую очередь нормативами, а дальше уже предпочтениями региональных местных властей и также предпочтениями граждан. Во время подготовки к онлайн-голосованию особое внимание уделяется организации работы волонтерского штаба. Так, для помощи жителям сформирована большая команда добровольцев, которая насчитывает более 160 человек. Во время голосования по формированию комфортной среды волонтер оказывает помощь муниципалитетам по информированию, по оказанию помощи населению для удобства и легкости регистрации. То есть наши волонтеры будут со своих устройств подходить к людям, объяснять им и помогать им ставить свой голос за лучший проект. Напомню, что в скором времени начнутся работы по благоустройству 20 территорий, которые были отобраны уже 1 ноября. Все работы планируется завершить. Впереди еще много работы, а значит, современных мест для отдыха в городах России станет куда больше. Малика Измайлова, Муслим Арчаков, Магаз 24.